Здравствуйте. Сегодня 13 июня, понедельник. Это 837-й день аннексии Крыма. Заман на АТР. В Соединенных Штатах Америки во время стрельбы погибло 50 человек, еще 53 в больнице. Прошлой ночью выходец из Афганистана Амар Матин пришел с оружием в гей-клуб «Пульс» города Орландо, штата Флорида, и начал стрельбу с охранником. Позже нападающий взял в заложники посетителей клуба. Во время штурма полицейские застрелили Амара. Некоторые СМИ связали его поступок с принадлежностью к террористической организации «Исламское государство». Однако отец нападающего утверждает, что к религии или политике поступок сына не относится. Амар Матин осуждал гомосексуализм. Парад народа в Симферополе прошел без украинцев. 12 июня представители разных национальностей вышли в костюмах с флагами, песнями своего народа на центральную улицу города. В параде участвовали представители многих национальностей. Участники парада исполняли и украинские песни, однако украинской делегации на параде не было. Не знаю, почему украинского не было. Но это не значит, что проигнорировали или как-то Украину. Нет. Не может быть, чтобы не было флага. Не может быть. Это есть обязательно. То есть все флаги присутствуют. Все флаги должны быть. Флаги всех диаспор, которые есть в Крыму. Ну, потому что общества украинского, наверное, сейчас нет. Вот. Поэтому нету флага украинского. В Симферополе полиция задержала мужчину с украинским флагом. Во время празднования Дня России прохожий гулял с собакой в парке имени Гагарина и махал маленьким желто-голубым флагом. За это его задержали сотрудники российской полиции. В отдел мужчина уехал, выкрикивая «Слава Украине» через открытое окно патрульного авто. А вы мне подарите на память его? Не. Это с Майдана еще. Ему, дайте, 5 лет. А вы прям на Майдане с ним были? Да, слушай. А как собаку зовут? Чап. Чап, да? Ну все, давайте. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! С 1 июля коммунальные услуги в оккупированном Крыму подорожают. Недавно российская администрация полуострова заявила, что тарифы в Крыму значительно ниже, чем на материковой России. В частности, на 15% подорожают вода и электроэнергия. Газ станет дороже на 10%. А с октября введут еще одну плату за капитальный ремонт дома и придомовой территории. Сложившаяся ситуация с тарифами на полуострове возмущает крымчан. Отрицательное и отвратительное отношение к нам с их стороны. Мы платим где-то 2000, зимой 2500, потому что это отопление. А дети живут вот в доме Шера до 5-6 тысяч зимой с отоплением. Поэтому отношения, с кем вы, да, вы же даже так вот, знаете, как общаюсь с людьми, ну, все недовольны. Реакция, конечно, негативная. Из наших пенсий, которые мы всю жизнь зарабатывали, копейки, теперь минус еще больше. Не остается. Ой, я не знаю, платит муж. И я, чтобы не расстраиваться, я к этому не касаюсь. У меня сразу поднимается давление. Нельзя нервничать. Это все нагрузка. Ну, как относишься? Как все. Что сделаешь? Если я скажу нет, все равно же ничего не изменится. Наверное, так политика построена, что надо больше брать. Почему? Потому что ранее улаживается расходы свои. Даже если мы что-то скажем, что нет, все равно все повысит. Мы идем, как они объясняют, что мы идем ближе к российским расценкам. Я понимаю, я согласна, но немножко надо брать то внимание, что мы вошли только второй год, только 2 года. У нас пенсии не такие большие оплаты. Надо же смотреть на эти вещи и более правильно подходить. А это, вы знаете, легко свалить на кого-то. А может, только наши этим поднимают этот вопрос. Вот я вчера в газете прочитала. Газ повышается в 2 раза. На каком основании? На свой газ. На каком основании?
Я живу одна. У меня коммуналка занимает где-то 1700 рублей. Коммуналка. Вот считайте, если 8 минус 1700, а еще лекарства, откровенно говоря. Ну, кроме того, что дорожает все, ничего этот не изменилось. Потому что у нас, как привыкли работать, по инерции оно так и идет. Переходный период в Крыму продлили до 2019 года. Такое решение приняла Государственная Дума России. Инициатором стала российская администрация Крыма. Причина продления – старые нормы в строительстве, сферах ЖКХ и лесничестве. Также многие крымчане не меняли документы на недвижимое имущество и водительские удостоверения. То есть российское законодательство в Крыму в полной мере не заработало. Поэтому оккупационный председатель полуострова Сергей Аксенов попросил еще 2 года на перестройке. За проголосовали 438 депутатов Госдумы России. Сестра крымского политзаключенного Олега Сенцова уехала из России. Там она прожила 12 лет. После приговора брату решила переехать в Украину. Сейчас Наталья в Киеве. Минимум необходимых вещей. В первую очередь собаку упаковала, компьютер упаковала, где-то он здесь, и одежду. Документы и немного вещей. Все, что смогла взять с собой сестра Олега Сенцова Наталья. Кремль осудил ее брата на 20 лет, обвинив в организации теракта в Крыму. Наталья говорит, больше не могла оставаться в атмосфере российской пропаганды. Ты никогда не знаешь, чего ожидать в следующую минуту. К тебе придут или к тебе не придут. Если к тебе придут, то за что? Плюс, конечно, люди, с которыми невозможно стало общаться. Ну вот мой круг общения свелся до 3-4 человек. За полчаса до нашего отъезда, да, приходили дяденьки-милиционеры, 3 штуки, 2 в форме, 1 в штатском. Начали долбиться мне в дверь, я посмотрела, услышала фразу «она может и не открыть» и решила не открывать. Наталья Каплан сообщила адвокату и уехала из России. Там она жила 12 лет. В течение последних 2 за ней постоянно следили спецслужбы. Сестра кремлевского узника говорит, Олег на условия содержания не жалуется, сокамерники к украинскому политзаключенному относятся неплохо. Олег не жалуется на содержание условия. Более того, в отличие от других политзаключенных, его не прессуют там внутри сокамерники. Ну, Олега не обижает, это точно. Более того, вот я говорила с другими политзаключенными, но все-таки нет вот этой вот розни политической и так далее, потому что у них общий враг, и их это сплочает. Переехать Наталье помогли друзья. Российскую границу она проходила около 10 часов. Там убеждали ее не ехать в Украину, пугали танками. Здесь помогли волонтеры. Все время рассказывает о брате. Олег в тюрьме увлекся шахматами и изучением иностранных языков. Много читает, занимается английским, играет в шахматы. Он написал 4 сценария за эти 2 года. Олег все это хранит в секрете, он не любит говорить о, как он называет, что сценарий – это полуфабрикат. А пока он не готов, пока фильм не вышел, и говорить о нем как-то не очень-то интересно. Я знаю, что один из сценариев – это детский фильм, такое тоже кино не для всех, как он сказал, детский фильм для взрослых. Режиссер чувствует поддержку украинцев. Наталья говорит, письма помогают заключенным держаться, хотя доходят не все. Дома в Крыму у него осталась семья. Дети Олега сейчас живут с бабушкой. И Олег против, чтобы чтобы детей возили к нему на свидание. Это возможно, есть такой шанс, но как бы для детей это будет очень тяжело, и для Олега это будет очень тяжело. Олег вообще отказался от свиданий сейчас, потому что, я, говорит, вижу, как другие заключенные после свиданий с родными, что они там в такую депрессию уходят, потому что мы-то уезжаем потом, а он возвращается. В ближайшее время Наталья планирует встретиться с представителями Министерства иностранных дел и Минюста. Надеется, что Олега удастся вернуть так же, как и Надежду Савченко. Эльвина Титбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. В Киеве перед приемом посла России активисты из Крыма устроили акцию «Кровавое гостеприимство». Таким образом, крымчане хотели напомнить представителям и послам иностранных государств, участвовавших в торжественном приеме, что они пришли на пир к убийцам и оккупантам.
Власне, 12 червня День Росії. Сьогодні посол Росії проводить вечірку, на якій вони будуть святкувати День Росії. На цю вечірку запрошені гості. Наскільки відомо, це посли всіх країн. Ми бачили тут прапори багатьох – Білорусі, Кореї, там ще багатьох. Але до них ми просто хотіли нагадати, щоб вони пам'ятали. Ми, українці, знаємо точно, що Донбас повністю зруйнований завдяки Російській Федерації. Людей вбивають завдяки Російській Федерації. Що Крим окупований, що там викрадають людей і катують теж виключно через дії Російської Федерації. За це має нести відповідальність Російська Федерація. А сьогодні, коли вони разом з ними святкують їх свято, вони годуються з рук катів. Це найголовніший меседж, який ми хотіли б донести. І що святкування цього дня, бачите, хто поїхав. Святкування для них, для нас є певною образою. В Харькове инсценировали похороны Путина. Около 30 человек принесли гроб с манекеном, похожим на президента России Владимира Путина, в здании консульства России. Активисты посвятили акцию Дню России, который проходит 12 июня. Можете уронить. Це показує те, що Харків повинен попрощатись з Путіним у своїх мізках. Нам не треба нікого сюди гукати, нам не треба нікого визволяти, не треба допомагати, нам не треба нам нічого вводити. За 2 года в Украине в отношении оккупированных территорий и вынужденных переселенцев проблемы не только не решили, а скорее усугубили. Перечень документов для перемещенных лиц ежегодно увеличивается. Активисты жалуются, правительство не учитывает их замечания. Не облегчило жизни новосозданное Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. 2 года сплошные испытания. Чиновники не только не помогают вынужденным переселенцам на материковой Украине, а каждый раз усложняют им жизнь. Больше всего претензий у активистов к постановлениям, нарушающим права переселенцев на свободу передвижения и социальную защиту, изменения в которые правительство приняло 8 июня. Чи підміняє взагалі відсутність оцієї перевірки паспорт громадянина України? Чи відміняють всі його права? Бо довідка внутрішньо переміщеної особи – це доступ до будь-якої адміністративної послуги на сьогодні. Вся державна політика криється в тому, щоб максимально віддаляти цих людей від держави. І тому, коли ми говоримо про реінтеграцію, мені дуже страшно, щоб ми не почали говорити про політику повернення, примусового повернення людей до непідконтрольних територій через те, що вони відчувають себе тут, на підконтрольній Україні території, менш захищеними, аніж в окупованому Донецьку чи в Ялті. Отже, не можемо там захистити. Давайте тут не створювати їм додаткові проблеми. Я тут менш всього говорю про житло, про інше, хоча б про те, щоб ці люди відчували в певній частині прав людей і прав людини себе такими ж на рівні, як всі громадяни України, які живуть на материковій частине Украины. Заниматься вопросами переселенцев должно созданное 2 месяца назад Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Однако заместитель министра Юсуф Куркчи жалуется. Оно существует только на бумаге. Есть министерство, но нет полномочий. Це міністерство, яке, скажімо, поки що не почало свою діяльність. Для цього є деякі об'єктивні причини, тому що на сьогодні тільки не погоджено положення про міністерство. Сьогодні ми не маємо можливості затвердити штатну структуру міністерства, тому що у нас не погоджена бюджетна строка. А поки це не зроблено, ми не маємо права це робити. Не є правильним сьогодні, що від міністерства ми почули тільки скарги на нефінансування міністерства і жодної позиції відносно того, як ви бачите все-таки роботу структури з тих питань, які мають сьогодні обговорюватися на цій конференції. На круглом столе собрались чиновники всех ведомств, имеющих отношение к вопросам переселенцев, кроме Министерства соцполитики. Его представители в зал так и не дошли. Завтра переселенцы собираются на пикет под стены Кабмина. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.
Святослав Вакарчук во Львове спел песню на крымско-татарском. Солист группы «Океан Эльзы» со своим учеником из телешоу «Голос страны» Эскендером Ислямовым исполнил песню «Обними» на крымско-татарском языке. Это было обещание Вакарчука, данное Эскендеру во время шоу. Концерт, на котором была спета песня, входит в двухлетнее мировое турне в поддержку студийного альбома «Без границ», которое началось бесплатным концертом в Мариуполе. «Я жду тебя». В Киеве прошел творческий вечер заслуженного деятеля искусств Украины Анжелы Ермолюк. Свое творчество она посвящает тем, кто воюет за свободную и независимую Украину. Большую часть ее композиций исполнил народный артист Украины Фими Мустафаев. Звучали со сцены и песни на крымско-татарском языке. «Я жду тебя». На этот патріотичний творчий проект вход тільки по приглашенням. Ми всіх запросили тих, у кого ми були. Ми співали там і ми казали, що ми будемо всіх запрошувати. І нас побачити на сцені, у нас прапори тих батальйонів, тих бригад, де ми виступали, вони нам їх дарували. І хлопці ці присутні сьогодні в залі. Є поранені, шпиталі приїжджають, сім'ї, жінки будуть діти тих воїнів, які воюють в АТО. У нас є сім'ї, яких ми підтримуємо, в яких уже, на жаль, чоловіки загинули. Сын Нины Назаренко сейчас служит в зоне АТО. Вячеслав попросил маму передать на концерт флаг своей части с пожеланиями бойцов. Сын передал, эти свои чувства сложно передать, потому что постоянно думаешь о нем. И гордость в то же время, горжусь им. И для того, чтобы концерт состоялся и чтобы было все на таком хорошем уровне, я принесла с удовольствием и миссию свою выполнила. Открыла творческий вечер Анжела Ермолюк премьерой песни «Молитва». А композицию «Снилось мне» уроженка Крыма посвятила полуострову. Мені снилося, ми прокинулись, ми не зломлені, ми не скорені. Бард из батальона «Айдар» исполнил песню, посвященную погибшим воинам. А его однополчанин с позывным «Антип» вручил Анжеле Ермолюк и Фими Мустафаеву нагрудные знаки батальона за поддержку бойцов. Фими Мустафаев, как и обещал, исполнил песню на крымско-татарском. Композиция называется «Одиночка». Ці часи, коли кримські татари переживають, я думаю, більш всього в Україні, і тягар такий великий ліг на них, люди в Україні повинні чути мистецтво кримських татар, відчувати цю енергію, потужність пісень і культури кримсько-татарського народу. Зрители встречали артистов овациями. То, що патріотичність, то, що трошки за душу тронуло. Кримсько-татарська пісня дуже зворушлива, дуже красива, ніжна, витончена, шикарний голос. Картинки улюбленого Криму дають враження, що це корінний народ, який повинен туди повернутися, і Крим стане українським. Закончился концерт исполнением гимна Украины акапелла вместе со всем залом. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Это все новости на сегодня. Следующий выпуск «Заман» в 21:30. Оставайтесь с АТР. Хорошего вам вечера.